Мирослав Джумабекович, вот на днях вице-премьер Маматалиев заявил, что Кыргызстан будет проводить согласен на проведение делимитации, демаркации по картам, которые считают нужным. Да, вот 60-е годы, вот Таджикистан селяется на карты 20-х годов, да, а Кыргызстан на вот более поздние карты. Вы понимаете, руководствоваться только лишь картами и на основе карт решить проблему, мне кажется, это невероятно, это невозможно. Потому что эти карты, даже поздние карты, там, 57-го года или ранние карты, вот, ведь принципиально изменилось население, состав, вот, освоены новые земли под сельскохозяйственные угодья, под пастбищные угодья. Очень много изменилось. Вот. И там часто звучит мысль о том, чтобы все-таки вот этот вот узел противоречий решать по факту. По факту. Я надеюсь, что будет найдена какая-то вот компромиссная середина. Говорят, например, вчера на сайте вот Евразийского экономического союза читал такое мнение, что если Кыргызстан и Таджикистан сразу войдут в этот союз, они могут вообще больше не вести переговоры по пограничным вопросам, потому что уже не имеет разницы, они находятся в одном союзе, и вот эта делимитация, демаркация, вообще это процессы, переговоры не нужны. Нет. Как вы думаете? Любое государственное образование должно иметь пределы своей юрисдикции. Это нужно делать при любом раскладе. Вот. Конечно, таможенный союз, если Таджикистан вступает в таможенный союз, он как бы смягчает вот эти вот проблемы, но их не снимает. Поэтому у каждой страны, если есть государственное образование, то у государственного образования должны быть четко очерчены пределы юрисдикции этой страны.